А вот одним из ярких культурных событий 1991 года стало решение об открытии в Владикавказе Музея театрального искусства. Экспозиция отражает удивительную историческую театральную культуру профессиональных театров Осетии. Интеллигенция республики мечтала об этом много лет. Наконец, культурное событие произошло. И сегодня в залах музея можно окунуться в историю целой плеяды творчески одаренных, ярких личностей. Слово Георгию Запарову. Экскурсия началась с зала, посвященного Осетинскому театру. Для директора музея Белы Салбиевой особую ценность представляют фотографии первой труппы Осетинского театра. В далеком 1931 году будущие актеры поступили в ГИТИС. Спустя 4 года вернулись обратно с 4 готовыми спектаклями. Их здесь ждали. Это был праздник для всего народа. Наконец, вы видите афишу открытия Осетинского театра, 1935 год, Гомканы, 10 ноября 1935 года открылся Осетинский профессиональный театр. Эта афиша, ряд программ и пригласительных билетов сохранились в единственном экземпляре. Их передала дочь Елены Марковой, первого режиссера Осетинского театра. Для музея это уникальный материал. История театра также нашла отражение в работах скульптора Сергея Санакоева. Тхапсаев в роли Чернена, это Каргинова в роли Нуца в «Матери-сирот». И Соломон Таутиев в роли Хашана в спектакле «Афарты Хашана». Личные вещи Варвары Каргиновой. Варвару Каргинову, наверное, вы слышали, все называли вершиной осетинского сценического искусства. Она была просто удивительно одаренной женщиной. Особое внимание народному артисту СССР Владимиру Тхапсаеву. На отдельном стенде фотографии шекспириады, национальной драматургии и советской классики. Театроведы говорили о Тхапсаеве так. Его роли – это уникальный сплав таланта, одаренности и любви к своему делу. Они были поражены тем, как тонко он чувствует Шекспира. Вы знаете, наверное, что его «Отелло» один из лучших во всем мире. Он входит, ну скажем так, определенно в 5 лучших исполнителей в мире «Отелло». А это зал истории русского драматического театра. За полуторавековую историю удалось собрать много редких материалов. Здесь и один из первых фотоснимков здания русского театра. Оригиналы работ художника Дубровина. Пожелтевшие от времени дореволюционные афиши, театральные газеты. Личные вещи легендарных актеров. Современная история театра в первую очередь связана с его художественным руководителем Владимиром Уваровым. 25-го он отмечал свой юбилей 70-летний, и музей подготовил ему выставку. Она расположена в фойе Русского театра. Большая, хорошая, очень интересная выставка. В 1999 году в Осетии создали обрядовый театр Арвайдан. Используя старинные этнические представления осетин и их далеких предков, алан, сарматов, скифов, о рождении и смерти, жизни и любви, добре и зле, создатель театра Виола Ходова в одноименном спектакле создала впечатляющее сценическое действо, которое не вписывалось в привычные понятия о театральных жанрах. В музее экспозиция, посвященная театру Арвайдан, появилась в память о Виоле Ходовой, благодаря ее отцу Николаю Ходову. Отдельная экспозиция в музее посвящена театру Арвайдан. Основателем и художественным руководителем была Виола Ходова. За время существования театр поставил 2 спектакля «Золото нартов» и «Арвайдан». Последний с большим успехом прошел на Эдинбургском фестивале в Шотландии. За свою работу Виола Ходова получила престижную театральную премию «Золотая маска». Эти костюмы шились по ее эскизам в мастерских Большого театра в Москве. В них мастера постарались объединить историю древнего народа с его современным искусством. Уникальный для Северного Кавказа музей театрального искусства появился во Владикавказе в 1991 году. Вопрос о его открытии творческая интеллигенция республики поднимала несколько десятилетий. В начале 20 века особняк построил известный архитектор из Санкт-Петербурга Павел Шмидт. После гражданской войны из жилого дома сделали общежитие для творческих работников. В свое время здесь жили выдающиеся театральные деятели республики, среди которых актриса Елена Туменова, семья Кобоевых, Владимир Тхапсаев. А экспонаты для музея собирали буквально по крупицам. Не было фотографий, не было программ, не было афиш, вообще ничего не было. И в создании музея нам помогли Союз театральных деятелей, частные коллекции. Это прежде всего Чарский, такой коллекционер был очень интересный, Марина Антоновна Литвиненко. И благодаря усилиям этих людей
благодаря Союзу театральных деятелей Георгию Дометьевичу Хугаеву музей приобрел вот свои очертания. Сейчас в фонде музея больше 16 тысяч экспонатов, каждый из которых бережно хранят. Экспозиция отражает историю профессиональных театров Осетии, а работники музея при поддержке Министерства культуры делают все возможное, чтобы историю сохранить. Георгий Запаров, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.